Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». В студии работаю я, Мария Ким, и со мной мои коллеги Мария Сумхалырова и Николай Слепцов, Айды. Сегодня мы будем говорить о дружбе народов, о дружбе двух братских республик – Якутии и Бурятии, об этой многолетней и непрерывной связи и, конечно же, о любви к своей родине. У нас сегодня в гостях Дандарова Валентина Бальжировна, учительница начальных классов Центра глобального образования города Якутска, и Петрова Нина Чимитовна, учительница также начальных классов Средней общеобразовательной школы номер 17 города Якутска. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас приветствовать сегодня у нас в студии. И в начале передачи я хочу начать разговор о том прекрасном литературном вечере, который буквально недавно прошел у нас в Якутске в рамках декады родных языков в Якутии. Это вечер, посвященный творчеству бурятского поэта Дандука Улзытуева. И в числе организаторов были вы. Да. И еще была племянница Светлана Тагашиевна Банзар-Кацаева, гостья из деревни Шибертуй Бичурского района Республики Бурятия. Она является также организатором комплекса музея усадьбы Дандука Улзытуева там у себя на родине. И расскажите, как шла подготовка и как прошел вечер. Ну, этот литературный вечер, идея проведения этого литературного вечера, конечно, она родилась не за день, не за два, не даже не за месяц. Я очень долго вынашивала эту идею, да, в принципе, потому что, не хлебом един жив человек, да, хочется немножко духовного обогащения, да, и как провести, когда сделать, время нужно, материал нужен, все это подготовиться нужно, конечно, не. Поэтому просто пока в голове только вынашивала идеи, да. Достаточно долго вынашивала эту идею. Затем однажды, когда мы встречали своих артистов Бурятского драматического театра. Да, про них тоже рассказывали. И 3 дня у нас праздник был, да, одухотворение наше такое, все на подъеме были, да, мы. И в этот прекрасный один вечер люди, когда сказали мне, хорошо бы там, чтобы у нас проводились и вечера поэтические, стихи почитать, романсы попеть. И вот тут как бы у меня кульминационный момент настал, да? Время пришло. Время пришло, видимо, да. И я стала более уже настойчивее думать, да, больше времени уделять. И вот однажды я зашла к Стрекаловской Ирине Егоровне, нашему руководителю, которая в Доме дружбы народов нами руководит, да, курирует нас, вернее, общины наши, да, города Якутска, и поделилась идеей своей. Она, конечно же, поддержала и сказала, что вот мы как раз, у нас предстоит декада родного языка, пожалуйста. И я сказала еще, что это будет мероприятие достаточно высокого уровня, потому что я хочу пригласить гостью, организатора, директора комплекса музея-усадьбы самого Дандука Улзытуева, на родине самого Дандука Улзытуева, да, его племянница, которая организовала, говорю. И она добро дала. Мы, как говорится, о документах тут же тоже поговорили, все. И стали, значит, более уже активно готовиться. Назначили день, время, рекламу, соответственно, да. Готовились. И как бы у нас даже очень все хорошо получилось. И в рамках декады. И тут же шел у нас праздник уже Сагалган, подготовка к праздничному концерту у нас шел, да. Подготовка шла. И так и получилось у нас все очень хорошо даже, да. Были отзывы очень хорошие. Достаточно все, я скажу, что гости были самые важные, наши якутские поэты, которые были знакомы с сыном Дандука Улзытуева Амарсаном, да? И это Семен Тумат,
Ирина Харлампиева. Ирина Харлампиева. Ой, я извиняюсь, Наталья Харлампиева, да. Анна Гоголева, да. Юлия Санникова, артисты. И артисты, девочки из Саха-театра пришли, прочитали стихи на своем якутском языке. 2 девочки. Мой ученик Дима Руфов, который является специалистом по музейным комплексам города Якутска, да, пришел, украсил наш праздник на хамусе, сыграл. И вот как бы так у нас все так вот переплелось. И бурятской, вот стихи, песни звучали, и на якутском языке песни, музыка и стихи звучали. И я думаю, что вот даже очень-очень хорошо получилось у нас это мероприятие, прошло на высоком уровне. Мы не успели даже еще закончить, как в СМИ уже были сообщения о том, что у нас проходит мероприятие в Якутске такое интересное. Конечно, в дальнейшем мы ставим цели себе более амбициозные в том плане, что на этом это у нас только, как говорится, мы зерно посадили, как говорится, надеемся, что оно у нас в традицию перерастет, будем проводить, потому что у нас бурятских, якутских поэтов, которые дружат между собой, очень много. В каждом районе у нас свои, да, это очень дорогого стоит, и нужно об этом говорить людям, нужно показывать это. Подрастающее свое поколение, самое главное, надо учить родному языку, чтобы они знали свой родной язык, своих поэтов знали, песни спели на своем родном языке. Вот, и поэтому я думаю, что наша работа в этом плане будет продолжена. Ну, а я хочу добавить, что Дандогул Зутуев является моим любимым поэтом. Именно его стихотворение со всей полнотой открывается красивый и поэтический мир Бурятии. Древней страны с ее степями, с ее дремучей тайгой, с прекрасным, единственным, наверное, в мире Байкалом, с легендами и народными песнями. Дандогул Зутуев – это жемчужина бурятской поэзии. Это целое явление бурятской литературы. Это поэт-лирик, поэт-философ, поэт-новатор, поэт-песенник. Недаром ведь его называют любовно жаворонком, жемчужиной бурятской поэзии. Яркой звездой ворвался в бурятскую литературу Улзутуев и сразу же был замечен ценителями нашей поэзии. Вот. Спасибо большое. Я почитала вот перед началом передачи, я буквально за пару дней прочитала его стихотворения, да, действительно, они такие глубокие и как-то очень по-доброму за человеческую душу, да? Да, за душу берет, ага. Вот, когда читаешь его стихи, именно вот этот воздух, который напоен вот этой именно травой Аяганга, которую он воспел, да, свою родину, да, и символом она вот любви, нежности к своей родине стала эта трава, да. Мы же окуриваем этой травой, да, нам с детства знаком этот запах. И вот когда приезжаешь в родные края и слышишь этот запах, и вспоминаешь стихи Дандогул Зутуева, и это очень прекрасно, что мы живем, что он жил на нашей земле, что он воспевал нашу землю. Это очень здорово, замечательно, что у нас был такой замечательный поэт в нашей родине. К сожалению, его не стало. Да, он очень рано ушел из жизни, да. А представляете, если бы он остался? Да. Конечно, какие бы еще стихи пришли в этот мир? Ну, вот если мы говорим про стихи, да, в 1936 году он ведь родился в село Шибертуй, Бичурского района, откуда родом наша Валентина Бальжировна. Да, это мой земляк. Поэтому он, например, в те годы, да, написал такое стихотворение, да, только маленький отрывок. «Я родился на земле окрестной этой, в зимовье взъерошенном, лишенном света, с полом земляным, булыжным очагом, с окном, обтянутым коровьим пузырем». Вот в то время были такие времена. Такая тоска по родине. По родине есть такое немножко, конечно, но говоря об этом, еще хочется, конечно, из его биографии упомянуть ее первую учительницу, которая привила именно любовь к поэзии. Вот его первая учительница, да, Циригман Амдаковна, да.
учительница литературы, да, и русского языка. Занимались они в студии «Ашон», что переводилось «Искра», да, и вот именно в этом кружке «Искра» действительно загорелась. И не только там один Улзутуев, а целая плеяда поэтов, 6 целых поэтов у нас родилось в тот период. Вот какие люди раньше были. Вот о них нужно говорить молодому поколению. На примере их воспитывать вот это дружбу, толерантность, любовь к родному языку. Ведь и народ, который забывает свой язык, свою родину, как говорится, без будущего. И мы должны об этом помнить. И знать свой язык. И знать обязательно свой язык. Вот это вот мероприятие, вот этот вот литературный вечер, он яркий пример того, что вот наши две республики, Якутия, Бурятия, дружим, дружили и будем дружить. Обязательно. А Светлана Тагашиевна, она вот эта вот идея, племянница, родная кровь такого человека. Она вот эту вот идею вашу, она поддержала момент. С большим удовольствием. Да. Я говорю, ты приедешь, она говорит, хоть завтра, хоть никаких проблем, да. Да, знаю ее. Очень легкая на подъем, очень активная Светлана Тагашиевна. Благодаря ей у нас наш праздник, наш вечер прошел в таком на подъеме, на высоком уровне. Она украсила наш праздник. Читала она эти стихи, как она эмоционально, как она выразительна, как с чувством она пыталась донести всю любовь свою вот к поэзии Дандок Улсывы, чтобы дети, самое главное, дети, чтобы захотели тоже читать его стихи. А это же здорово, когда вот, например, даже в кругу друзей, когда сидишь, да, ну хотя бы даже четверостишие или 2 строчки прочитаешь, ты уже, как говорится, на высоте каком-то, да, на уровне продемонстрируешь себя, образованность какую-то. Да. А вот когда вот это вот мероприятие, вот оно сейчас прошло у вас первый раз, надеемся, что оно будет уже традиционным и будет проводиться ежегодно. А вы сами были вот у Светланы Тагашиевны в усадьбе, которую она организовала? К сожалению, но есть уже да. планы и цели, приглашения есть. Да. И отличный повод съездить. Да, съездить туда. Уже делегация вы повезете из Якутии. Из Якутии, да. Обязательно Наталья Ивановна сказала, что желает поехать. И, надеюсь, она свое обещание исполнит. Да. Будем встречать там ее, конечно. Вот сейчас Светлана Тагашиевна собирается на выставку «Россия». Поедет она же с 3 числа, да, и там целый месяц будет работать как бы гидом. И она вот там должна произойти, раскрою Светлану Тагашиевну секрет, что там должна пройти встреча с племянником, с братом. С братом. И вот они обязательно очень хотят посетить нашу выставку в Якутии. Да, конечно. Обязательно. Мы ее здесь провели экскурсию по нашему, в первую очередь, конечно, это царство вечной мерзлоты показали, наш Чурмуран комплекс показали, ей замечательно, все очень понравилось. Ну и, конечно, как без подарка якутских сережек, да, серебряных, обязательно, это как атрибут важный, да, где вот мы, наши перекликаются, традиции, обычаи, чем есть якутскому народу похвастаться, показать, точно так же, как и бурятскому народу есть чем. Ну, если говорить еще и о Светлане Тагашиевне, да, то нужно сказать, что она привезла именно в Якутию показать и дать пример, и чтобы взяли этот пример здешние наши поэты, может, писатели, может, еще кто, да, миниатюрные печатные образцы стихотворения Аяганга, да, и Захя. Да. Вот. И мы все сидели с лупами, там смотрели, всем, кто было интересно, там несколько таких страниц, да, и они вообще миллиметровые в размерах, и буковки такие мелкие, но через лупу это было все видно. И вот это вот с выставки своей, да, вот где у нее вот этот комплекс есть, оттуда вот она привезла выставку, где она разложила, и всем, кто был заинтересован, все показывали, да. Это было очень интересно. Например,
некоторую выставку еще с собой. Да, привезла выставку. Передвижная у нее маленькая выставочка есть, но... Поэтому литературный вечер у нас удался. Вот, Ну, это значит и хорошая подготовка прошла, чтобы вот провести, да, на должном уровне. Да, такой конечно, вечер мы переживали, придет ли народ там, да. Народ пришел. Ну, пришел народ, так, ага, и все даже уходить не хотели, все пришли. Там, ну, как говорится. Ну, надо посоветовать, сколько не посоветовать, а вот сказать, что нужно, да, прочитать стихотворение Дандукула Зутуева, потому что я прочитала, и там прям за душу берет. Ну, мы же как бы мы узнаем только тогда, когда осветят, когда расскажут, когда покажут. Да. Вот я когда мы провели, записали в рамках Нового года с нашего челлендж, да, про бурятский язык. Вот очень тоже хороший получился этот челлендж записали, да. Вот наш бурятский язык, как он точно сравнивает, сколько у него вот этого литературных приемов, чтобы выразить вот эту любовь свою к родному языку. Он ее сравнивает со взмахом ресниц красавиц, да? Он ее сравнивает с глубиной Байкала, чистотой воды этого Байкала. Он ее сравнивает со стрелой, которая пронзает, да? Общее с нашей Да, конечно. Вот сколько эпитетов, сколько разных оборотов у него там. И это просто... Ну, я когда сама читала это стихотворение, конечно, удивлялась. Это только талантливый человек, очень глубокой души человек может такое написать. Человек, который умеет наблюдать за природой, за окружающим миром, и который ее бережет бесконечно, любит ее бесконечно. Только так человек может написать стихотворение. Я так считаю. Вот прям вот тонко чувствующий, да, и вот просто нам, простым, и раскрывать вот в своих стихах. Мы где-то в каких-то моментах за бытовыми вот этими суетой бытовой где-то что-то пропускаем, упускаем, да. А вот как-то надо остановиться немножко, сбавить скорость вот эту нашу, которая... Сейчас в наше время мы проживаем, да, и взять книжечку маленькую и прочитать буквально четверостишие, начиная, да, не надо с больших, там, длинных стихотворений, да, просто четверостишие прочитать, двустишие прочитать, вникнуть, понять суть этого, да, сказанного, прикоснуться к прекрасному. Я считаю, что это слово поэтическое, это и есть самый наивысший кульминацион в развитии человека, вот это, да. И когда вот такие люди да. рождаются, и когда они среди нас, вот правда, очень жаль, что вот не стало его вот в таком молодом возрасте. Ну, еще талантливые люди, как говорится, да. Талантливые красиво. Люди, они как все очень живут недолго. Как звездочки загорелись и потухли, да. Оставили зато глубокий след после себя. Вот такой. Вот они оставили, а вы продолжаете оставлять. Да. Вот таким тоже людям, да? Вот я со Светланой Тагашини говорила, она говорит, вот видишь, как хорошо, что ты вот взялась за это дело, сделала, да. Были трудности, потому что у нее на начальном этапе, да, сейчас комплекс развивается, улучшается, и люди потянулись, да, но я говорю, у тебя, видишь, уже сейчас твоя в миссию перешла, говорю, твоя это уже работа. Твоя миссия — возродить родной язык, культуру, поэзию родного языка республики своей. И все это не надо там много далеко ходить, объятнем. Вот наш Дандукул Зутуев, вот шестерка, вот великая могучая кучка, как говорили их, да? Да. Вот действительно. И с них надо начинать. И я говорю, не надо вот куда-то далеко ездить и искать там чего-то, каких-то талантливых, когда они рядом с нами. И вот огромное спасибо за то, что вы рассказали о Дандукуле Зутуеве своей братской республике Якутии, вот привезли сюда, и вот сейчас мы о нем будем, кто не знал, будет знать, конечно, кто знает, знает, но я уже знаю. И его стихотворения, вот эти вот замечательные, да, вот о родине, от этой вот, об этих, в таких описаниях я такая думаю, как все-таки
любит некоторых людей Бог, да, вот что с таким талантом они к нам приходят. Да. И мы буквально сейчас на 4 минуты, вот на одном дыхании мы поговорили первую часть, во второй части мы тоже продолжим наш разговор, а сейчас мы перейдем на рекламу. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Сегодня мы говорим о дружбе народов, о дружбе двух братских республик – Якутии и Бурятии. И у нас сегодня в гостях Дандарова Валентина Бальжировна, учительница начальных классов Центра глобального образования города Якутска, и Петрова Нина Чемитовна, учительница также начальных классов Средней общеобразовательной школы номер 17 города Якутска. Мы говорим о дружбе двух братских республик. В первой части мы говорили о Дандоке Узытуеве, о великом поэте, о котором нам рассказали вы, наши дорогие братья, да, вот с братской республики Бурятия. Сейчас мы о нем уже знаем. Многие, я не спорю, знали, но вот и многие узнали. И вот этот вот литературный вечер у вас плавно перешел в ваш Новый год. Но очень многие путают там с китайским Новым годом. На самом деле это вообще две разные вещи. Ваш Новый год по восточному календарю называется Сагалган. Здесь у нас в Якутии живем много разных национальностей, более 125 национальностей. Поэтому здесь у нас есть тоже одинаковые, ну вот с нами отмечающие, да, буддистской веры тоже национальности. Это калмыки, тувинцы есть, да, и у них называются чуть-чуть похоже. Шага, Сагангара, да, у нас Саган-цар, так называется, да, у них. Но у нас вот Сагалган. Сагалган. И с восточным Новым годом иногда путают с китайским Новым годом, но наш летоисчисление немножечко другое, по лунному календарю считается. В разные годы оно не совпадает, эти два праздника, китайский Новый год и восточный, или же наш буддийский, да. А в этом году совпало 10 февраля. Поэтому вот это надо немножечко различать. Ну и я читала то, что вот в средствах массовой информации, что ваш праздник прошел масштабно, прошел с большим концертом, и вот об этом мероприятии тоже расскажите. Сагалган это в переводе означает белый месяц, да? Мы в течение месяца, как говорится, встречаемся, проводим праздник свой, да. Но исторически сложилось так, что, конечно, почему месяц? Люди жили, буряты, скотоводы ведь, да, степной народ, далеко друг от друга жили. И чтобы приехать, поздравить, это, как говорится, не 5, не 10, не 1 час потребовалось для этого, да, на далекие расстояния приходилось выезжать, да. И вот, наверное, исторически поэтому так сложилось, я так думаю, да. Белый месяц. Белый месяц, красиво. Да, красиво называется, да. И этот праздник ведь проводился, как Валентина Бальжировна сказала, целый месяц. Друг к другу ездили в гости с ходаком, с гостинцами, встречали обязательно. У нас по обычаям нужно встречать гостей белой пищей. Это называется уважение к другим. Да. Поэтому белый месяц, белая пища, это у нас все вот Саган, Гарат, белый месяц. И соответственно, тут если символически взять, значит, человек очищается, и душу свою очищает, помыслы свои очищает, да, ждет от наступившего года только лучшее, хорошее, да. И, конечно, наша община с 91 года существует. Называется она Бурятская местная национально-культурная автономия в городе Якутске. Вот правильное название нашей общины. Ныне действующий наш председатель – это Дандаков Юрий Жигмитович, преподаватель АГАТУ, да. Он относительно недавно стал, да. Вот. Уже такой немалый срок. Очень, да. Очень. И еще была создана более 30 лет. 30 лет мы уже отметили в 2021 году, 2021. Сейчас уже так идем к 35-летию и активно
принципе, готовимся, да, к своим юбилейным мероприятиям, да. Вот, ага. Наша община ведет серьезную и большую работу совместно с Домом дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Вот. Актив землячества составляет примерно где-то около 30-40 человек, ну, самые активные, да. У нас есть образована молодежная ассоциация, да, под руководством Парпаровой Надежды. И даже есть у нас вокальная группа малышей Нарантуя, которые детки у нас тоже украшают наши праздники, поют. Конечно же, дружба, вот у нас, живя далеко, мы нашли прекрасного человека, женщину Лилию Семеновну Колтовскую, которая с нами готовится, да. Саха, но она, да? Женщина Саха, она на бурятском языке научилась, ну вот, конечно, с нашей помощью песни петь. Она очень хорошо поет вокальные данные и руководит нашим хором, детским ансамблем Нарантуя. И нынче даже образовали мужской хор, ну, небольшой такой, вокальный ансамбль. И поэтому праздник у нас достаточно хороший получился в плане того, что мы сами активное участие приняли, да, ну и в то же время пригласили гостей нашего... Своих братских народов, да, которые тоже проживают в Якутии. Монголов пригласили, они у нас хорошо праздник. Катерина Гамбоева, которая тоже у нас интернациональная семья, да, нас готовила танцы наши, да, дефиле там, да, вот. Аюна Шадрина, тоже хореограф, флешмоб приготовила, да, вот, тоже она из интернациональной семьи сама. Так что интернациональных семей у нас очень много, да. Ну, дружба народов, вот, как говорится, да, очень много создаются смешанные семьи, буряты, якуты, ну, независимо, что кто из них, ну, одной национальности, другой, встречаются в разных местах. В городе Якутске много создаются, ну, вот где обычно молодежь ездит поступать в разные вузы, СУЗы, да, и там встречают свою любовь и создают свои семьи. И так у нас много Тамчан, Томск, Благовещенск, Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, где создавались семьи, и со многими я уже знакома, встречаемся, иногда разговариваем, да, и точно так же, вот, например, моя семья создана тоже так же, мы с мужем учились в городе Чита в далеких, в 1980-х годах, да, встретились, полюбили друг друга, вышла замуж, приехала первый раз в 1986 году в Якутск, в феврале месяце, в этом месяце тоже, ну вот в прошедшем месяце. Но вот для меня первый раз, когда я приехала, было что-то такое удивительное, да. До этого ни разу не была я в Якутске. Конечно, для встречи с семьей мужа муж меня готовил, говорил, вот, ну, сестры маленькие есть, такие слова, ну вот, ну, первые, которые нужно произносить, там учил здороваться, там, ну, несколько таких слов, да. Приехала, ну, конечно, было очень все удивительно. Ну, и погода, конечно... Да, в феврале зима. А муж ваш холодный. Из какого вуза? Муж Читинский педагогический институт, вместе мы учились. А он учился на кафедре, ну, военруков. Вот. А родом из какого улуса? Родом из Сунтарского улуса, село Маркель. Потом мы по окончанию, вот тем же летом, в 1986 году мы закончили институт и по направлению приехали сюда. И когда мы в городе Якутске пошли в управление образования, нам выдали направление в село Эльгяй Сунтарского улуса. И так мы свою педагогическую деятельность начали в Эльгяе. В Эльгяе отработали, потом хотели переехать в Маркель, но там 10 классов в школу пока, ну, вот 9, 10 классы еще не открывались, поэтому мы работали еще в Хадане 3 года, ну и потом в последующем в Тайбахое работали. И таким образом мы
например, интернациональная семья, это очень важно для двух народов, мне кажется, да, и наши семьи очень подружились, и мы ездили друг к другу в гости. Например, говорите, если так, то у родственников моего мужа Валентина сестра еще до нас вышла замуж в Иркутскую область. Практически. Да, и вот как будто бы мы потом, наши родственники, ну, в шутку, конечно, смеялись, что обмен нашими девушками произошло, да. Из Якутии в Бурятию, из Бурятии в Якутию. Вот таким образом мы здесь жили, и когда живешь, ну, вот в другой республике, совершенно не знаешь языка, конечно, по первости было немножечко сложно, но помогала любовь, дружба, да, и, ну, я как учитель начальных классов, и, ну, вот муж помогал, родственники, и к языку вот приучилась гораздо быстрее, чем ожидалось, да, и через полгода, год я уже сносно уже разговаривала на якутском языке, а сейчас разговариваю чисто на якутском языке. Вот, и точно так же вот многие семьи, вот когда мы в общине встречаемся, в нашей общине тоже много таких смешанных семей. Тоже есть, да? А когда мы в содружестве с ДДН или ДК Кулаковского работаем с Ириной Егоровной, да, и там встречаемся с разными национальностями, которые и смешанные есть, и нет. И вот у нас сейчас со всеми общинами нашими города Якутска тесная связь, и вот все наши праздники, мероприятия проводим тоже совместно. Это вот яркий пример дружбы народов. Да. Вот 1 сентября нынче, да, нашей бурятской общины была проведена акция. Мы подарили первоклассникам подарки. И вот среди первоклассников, конечно, были не только чистые семьи бурятские, да, вот тоже интернациональные смешанные семьи были. В моем классе вот такой чингис татарин, Витя, да, у него дедушка бурят, Илья Иннокентьевич, мой хороший знакомый, и бабушка Мария Алексеевна, да, очень хорошая, интеллигентная семья, и подарок вручили ему. А вы, Валентина Бажировна, как оказались в Якутии? Ну, моя история немножко другая. У меня не интернациональная семья, да, мы с мужем приехали сюда в 90-м году. Вот это тоже тяжелое вот эти перестроечное время было, да. У меня здесь жили братья мои, мама была здесь, да, и вот они все звали: приезжай, что ты там одна делаешь, так, да. Ну и я решилась, взяла и приехала, да. И осталась, да, здесь. Но работала в 20-й школе. И еще хочется добавить, что вот интернациональные семьи создают же, ну вот семья образовалась, обязательно рождаются дети. И я вот сидела сейчас и вспомнила, что вот, ну вот много детей, которые вот рождаются в интернациональных семьях, они бывают, мне кажется, что они, ну вот, к языку более приспособленные, потому что они слышат речь и от маминой стороны, и от папиной стороны, да. Еще здесь вот общее сложилась какая речь, где живут они, вот это слышат, да. И поэтому, ну вот, к языкам более способными бывают, да. Потому что они слышат. Да. 2 раза. Например, у меня у самой 3 детей, да, 2 мальчика и девочка, но они уже, конечно, уже совсем уже большие, 37, 34 и 29 лет, да, и у меня уже 3 внука, или 2 внучки и 1 внук, да, и пользуясь моментом, хочу вот через радио, через телевизор, да, через НВК Саха поздравить свою внучку. Сегодня ей исполнилось 10 месяцев. Моей Петровой Евушке Андреевне. Поздравляем вас. Поздравляем. Такая маленькая, 10 месяцев. Вот маленькой. Вот, поэтому хочется сказать, что дочка точно так же, как и я, вот якутский в совершенстве, но вот здесь училась, да, русский язык знает, и помимо этого училась в институте языков, и, но сама захотела и выучила корейский язык, и корейский язык владеет в совершенстве, как я говорю на якутском языке. И вот когда в Корее, в Сеуле работала, училась, там она закончила тоже кафедру, да, и тоже не отличали от
корейцев, например. Да, внешность. Внешность похожая тоже. У меня брат был женат на тоже якутке из Намцев. Ага. Ксения, наша невестка, мы очень ее любили, очень добрая была женщина. Ага. И вот сейчас мои племянники, как бы, сейчас мы говорим сахабуры, да? Сахабуры говорите, да? Сахабуры. Вот. Ну, куда деваться? Живем на земле якутской, все, как говорится, корни пустили, уже крепко пустили, да, 10 месяцев, он самый младшенький. А климат вас... Нина Чемитовна сказала, что в феврале сюда переехала. Сначала было так, а сейчас уже привыкли, все нормально. Да, я вот тоже думаю, что... Зима наша намного мягче стала. Да. И тут прям в Якутии все 4 сезона мы ощущаем и лето такое, и жаркое, солнце, да? И осень, и морозы, и весна. Потом сейчас вот уже с первым днем весны я вас от всей души поздравляю. И, конечно же, практически мы уже подходим к финишу, к нашей передаче, но хочется узнать о планах бурятской общины вот на ближайшее время. О Семёне Аха. О Семёне Аха, да. Давайте поговорим. Ну, на нашем вечере литературном, да, был гость, да, Семен Тумат. Да, вот, который рассказывал свои произведения, о произведениях, и он приурочил к дате, к декаде родного языка вот тему о Семёне Новгородове, который создал якутский алфавит, да, первый. И вот это было очень интересно для всех. И я думаю, что, наверное, эта тема, о теме нужно поговорить. Вот мы вчера буквально с Семеном Туматом разговаривали. Позавчера он сказал, что сейчас находится с командировкой важной в Чурапчинском Улусе. И мы его обязательно тоже по этой теме в гости пригласим. И вот продолжим. То, что я просто маленько чуть-чуть отступление сделала, что он должен еще к нам прийти в гости. Хорошо. Но тогда он близкий друг Узутуева. Он его даже назвал так, Аха. По-бурятски это брат. В переводе с бурятского. Но когда он был на литературном вечере, когда он говорил, мне очень запомнились слова, которые, речь, которую он попросил мне читать, да, о том, как Новгородов еще в те далекие гражданскую войну, да, жил и работал в Иркутской области, в Ихирит-Булагатском районе, и 4 месяца там, буряты помогали ему с разной защитили его. Практически жизнь спасли, да, вот поэтому он, Семен Тумат, например, был очень благодарен и говорил нам спасибо за ваших братьев, так говорил он. Вот Семен Тумат буквально на днях тоже придет к нам в гости, мы обязательно об этом поговорим, но я хотела бы в итоге, как-то я специально оставила на финиш стихотворение, которое написал Узутуев. 4 строки, к завершению идем, и тут написано, что вот когда ты устанешь и уйдешь в страну теней, то в той стране под сенью вечности своей ты вспомни обо мне. И на этих прекрасных словах мы заканчиваем нашу передачу.